С помощью функции «если» мы можем проверить логическое выражение и в зависимости от результата этой проверки вывести то или иное значение. По условию нашей задачи оптовой является покупка, размер которой превышает 10. Давайте с помощью функции «если» определим, какая из покупок является оптовой. Пишу равно «если», открываю скобку и в качестве первого аргумента указываю ячейку, которую мы будем проверять, ячейка C7. Она должна быть больше, чем 10. Мы указали логическое выражение для проверки, ставлю точку с запятой. Далее мы указываем, что должно происходить в том случае, если проверенное выражение оказалось истинным и ячейка C7 действительно больше 10, что должно выводиться. В нашем случае должно выводиться слово opt. Не забываем указывать его в кавычках, так как это текстовый аргумент. Точка с запятой и значение, если ложь. Это тот случай, когда логическое выражение было проверено, оно оказалось ложным, ячейка C7 не больше, чем 10, что в таком случае должно быть выведено. В этом случае мы будем выводить значение розница. Закрываю скобку, нажимаю на ввод. И мы получаем, что розы у нас были проданы оптом. Давайте протянем формулу ниже и увидим, что оптом также были проданы маргаритки. Остальные цветы были проданы в розницу, в том числе гладиолусы, несмотря на то, что их в покупке было 10 штук. Давайте вернемся в формулу и посмотрим. Мы указали, что размер покупки должен быть строго больше 10, а в нашем случае маргариток было всего 10. Если бы мы хотели, чтобы десятка тоже входила в результат и являлась оптовой покупкой, нам необходимо было бы прописать больше или равно. Но по условию нашей задачи у нас строго больше 10. Теперь давайте посчитаем скидку на оптовую покупку. Это мы проделаем тоже с помощью функции «если». Проверять мы будем то же самое выражение. Ячейка C7 должна быть больше 10, точка с запятой. И если покупка является оптовой, то есть значение является истинным, что мы должны делать? В этом случае мы должны посчитать стоимость и уменьшить ее на 10%. Стоимость – это цена, умноженная на количество. Чтобы уменьшить стоимость на 10%, домножим на 0,9. Точка с запятой. Это значение, если истина. Значение, если ложь, то есть тот случай, если ячейка была проверена и логическое выражение показало ложь, ячейка C7 не больше 10. В этом случае мы должны получить стоимость без скидки. Берем цену, умножаем ее на количество. И на этом все, дополнительно домножать ничего не нужно, на розничную покупку скидки не будет. Закрываю скобку, нажимаю на ввод и получаю результат. Стоимость оптовой покупки с учетом скидки будет 270. Протягиваю формулу вниз и получаю результаты для остальных ячеек.